Вот это и есть гибата. Определение гибата, когда мы обсуждаем человека за спиной, и это ему не понравилось бы, если мы ему сказали бы в лицо. Некоторые люди могут сказать, обычно многие говорят так, я могу в лицо тоже сказать. Я вот сейчас говорю, в лицо тоже могу сказать, но мы должны понимать, это неправильно. Если ты можешь в лицо сказать, ты должен пойти и сказать в лицо, но не сейчас. Из-за того, что ты сейчас это сказал, и потом в лицо ему тоже скажешь, от этого, от греха не спасешься. Почему? Потому что гибат это говорит то, что ему не нравится за его спиной. Ты уже сказал, причем здесь то, что ты потом ему скажешь, причем здесь то, что ты потом ему в лицо скажешь, еще грубо там и так далее. Это уже не важно, ты уже сказал за его спиной, вот уже ты грех заработал. Поэтому, братья мои, эти слова ошибочны. Когда человек говорит, что я ему в лицо тоже потом скажу, это неправильно, братья мои. Поэтому, согласно этому хадису пророка, алейхиссалату вассалам, если ты уже упомянул брата за его спиной, когда его не было, с тем, что ему это не понравится, все, ты уже попал в грех этого гибата. Считай, что ты покушал мясо своего брата по вере.